Устал сегодня. Но я тебе немного помог. Майонез купил. Майонез – мечта хозяйки. Настоящий, любимый, заботливый. Новая коллекция кухонной техники «Горенье бай Старк». Создана Старк, выбрана вами. Салям алейкум, дорогие друзья! В эфире кулинарное шоу «Софрага Бойранас» и я, ее ведущая Айше Джавдетова. Сегодня у нас в гостях обворожительная, изумительная, талантливая Назире Ханум Эмир, заслуженная артистка Крыма. Встречайте! Хош келдіңіз, Назире Салям алейкум, Ханум. Айша. Я хочу поприветствовать наших дорогих телезрителей. Сегодня мы будем готовить рубленые котлеты из филе курицы. На сегодняшний день каждая хозяйка имеет, естественно, работу, и после работы прибегая, должна быстренько что-то приготовить, удивить семью. На быструю руку. На так быструю скажем. руку, и чтобы это нравилось и детям. Естественно, чтобы поели дети. Ну, и поэтому у нас сегодня будут котлеты из рубленые котлеты из филе курицы с гарниром. Гарнир у нас будет жареная картошка, которую любят, по-моему, все. Но она будет такая немножечко с пикантным вкусом. То есть сегодня Заправленная чем-то, да? Каким-то соусом? Да, по ходу я это все покажу. Хорошо. Итак, Ну, начнем, да? Начнем. Так, с чего мы начнем? Значит, у нас здесь вода. Надо нам ее вскипятить, подсолить. И, Айше, если можно, помогите мне. Мне нужно разделить на соцветия капусточку и отварить. Хорошо. После приступим. кипения, то есть в кипящую воду, и минут 5-7 Приварить. приварить, да, и мы ее выложим. Я займусь картошечкой. Для этого нам нужна салфетка. Так, ножик. Какой вам нож нужен для картошечки? Такой подойдет? Небольшой. Небольшой. Угу. О, сало. Начнем? Начнем. Бисмиллях. Бисмилля рахман рахим. Так, у меня здесь вот есть. Можно чашечку? Можно все. Кухня в вашем распоряжении. Так сделаем. Можно на доске резать, но я предпочитаю на жареную картошку, когда режет руками. Потому что получаются совершенно другие формы, нестандартные, не статичные. Вот каждая хозяйка жарит картошку как-то по-своему. Как жарите вы ее? Вы солите изначально, либо потом уже, как в процессе жарки? Я ее вначале режу, подсушиваю на салфетке. Подсушиваете. Потому что Масличко не стреляло, да? не только, во-первых, маслица, чтобы не стреляло, и чтобы была корочка. То есть, если подсушивать, картошечка получается с корочкой, С да? корочкой, да. Вот, а я не знала этого. Желательно. Вот какая у нас сочная картошка. Так. Теперь мы ее привариваем, правильно? Угу. Вначале подсолить. Подсолить. Желательно ложечку соли столовую. Ну, капусту я приготовила, теперь мы ее закладываем в кипяток, да? Да, преждевременно нужно подсолить воду. Сколько соли? Ложку соли. Ложечку. А я этим временем, я извиняюсь, беру салфеточки Так. Для и чего она нам? промакиваем картошечку. Интересно. Это для чего? Чтобы салфетка надо, чтобы забрала всю влагу с картошки. И при жарке, во-первых, не будет брызгаться масло, а во-вторых, будет картошка у нас с корочкой. Мы ее так вот сейчас выложим. Так, я, наверное, сделаю чуть больше.
и на 5-7 минут. Еще. Угу. А всем телезрителям я напоминаю, что официальным спонсором кулинарного шоу «Софрага Бойронес» является торговая марка «Горенье». Каждый стремится быть профессионалом в своем деле. Стать профессионалом на кухне вам поможет техника «Горенье». «Горенье» выбрано именно вами. Все, я закрываю крышечку, да? И мы ждем 5-7 минут. Воду я подсолила. Подайте мне, пожалуйста, капусту. Сахар у нас. Итак, Да, сейчас закипит и на 5-7 минут. 5. А я тем временем нашу картошечку еще сверху для большего, то есть быстрого впитывания влаги, вот так немножко промокну. Угу. Этим временем, пока у нас картошечка лежит, мы делаем. Сегодня мы будем жарить картошку на основе курдючного жира. Мы его положим совершенно немножко, но для большего вкуса. Вся восточная кухня, большинство блюд основано на курдючном жире. Часто вы применяете еще в какие-то блюда? Я применяю, когда готовлю плов, перед закладкой зырвак, то есть перед варкой, обязательно мы растапливаем курдючный жир, потом добавляем масло и готовим, то есть уже делаем поджарку, и там уже смотря какой таджикский, узбекский плов. Очень часто применяем, конечно, самса. Так, сковородочка у нас уже горячая. Давайте уже жир. Сколько жира? Жира, нет, мы его порежем. Да? Мы порежем на такие кусочки его. Назире Ханум, а расскажите нам о своей семье. Сколько у вас деток? У меня 2 детей. 2 детей. Сколько им лет? Сыну 23, дочке 18. Машаллах. Они как-то связаны с творчеством? Дочка, да. Дочка учится в музыкальном училище на 2-м курсе вокала. А как вы свою жизнь связали с хореографией? Как вы поняли, что это ваше призвание, что вы любите танцевать, что у вас это хорошо получается? Наверное, вначале это было как хобби, Ага. это было интересно. Это начиналось, как примитивно, со двора. Мы делали импровизированные концерты. Так, я забрасываю. Давайте я что-то буду делать. Что мне обжарим. Может, что-то нарезать нужно? Так, это у нас пусть жарится жирочек. Айше, давно не плакали? Давно. Вы хотите мне дать лучок? Я уже Да, поняла. мы сделаем пока заготовочку на фарш. Насколько мелко? По возможности, чем мельче, тем лучше. Так, можно я вам покажу? Покажите. Так, это вот так вот мы меленько режем. Чем ближе, мельче, тем лучше. И уже надрезите. Так, здесь у нас жирочек шкварчит. Итак, началось все. А запах, слышите какой? Назире Ханум, началось все с чего? Началось с детства. Мы собирались с друзьями, с подругами, устраивали сценки. То есть у нас было, да, песни пели, стихи читали, ставили сами себе танцы. Не знаю, на каком уровне это проходило, но нам это очень нравилось безумно. Ну и нравилось, конечно, нашим соседям, которые приходили. Я жила в многоэтажном доме, и мы делали такую, знаете, импровизированную шторку при входе в подъезд, и оттуда, вы знаете, как комнаты, Мини-спектакль. выбегали и выступали. Потом при Доме пионеров был очень прекрасный коллектив, его вела Алла Михайловна, она сама со Львова. Это было еще в Узбекистане, Это еще, да, город где вы жили, в каком городе? Город Наманган. На Манган. Ну, я однажды пошла, позанималась, мне это очень понравилось. И затянула. Затянула так, что я без сцены уже не могла себя представить. Сцена дело такое затягивает. Так, этим временем у нас уже, наверное, картошечка подсушилась.
Мы ее сейчас подсолим. И затем я занималась и узнала, занимаясь в ансамбле, это был детский танцевальный кружок. Как он назывался? Вспомните. Ой, не знаю, по-моему, Кугурчок. А, нет, Дуслик. Вот, дружба, вспомнила. Дуслик. То есть и ваш Это было первый просто преподаватель очень давно. был именно в этом ансамбле, да? Да, это первая Всё моя началось с этого учительница, это ансамбля. первый мой, можно сказать, наставник по жизни, который проявил любовь к танцу и дал мне такой путь. А в этом Так. ансамбле были постановки какие? Народные или какие-то просто любительские, как бы Народные. народные? Народные да? танцы. Что мы делаем с луком? Побольше? Сейчас, Айша, я сейчас освобожу. Вот. Можно масло. Масло, конечно, наливайте. А где-то вы выступали с этим ансамблем? Да. Или это было на уровне таком любительском? Нет, мы самодеятельном? выступали, у нас было очень Выступали, много да? мероприятий, помимо концертов. Сколько вам было тогда лет? Ой, сейчас скажу, 3 класс, 4, 10, 9, 10 лет, машаллах. 10, 9. Так, маслица нам хватит. Так. Так, я пока проверю нашу капусточку. Потом я уже поняла, что нужно заниматься серьезно. А серьезно это надо получать образование. И вы решили поступить куда? Хореографическое училище. В Намангане. Угу. У нас огонь хороший? У нас огонь замечательный. Отлично. Смело. Как я люблю этот треск, вот когда картошку жаришь, так по-домашнему. Ой, а как пахнет. Так, и она должна жариться обязательно, без крышки. Без крышки. Так, а Без. почему? Если мы Рассказывай. хотим, чтобы она была хрустящей и живой, не вялой, то мы ее без крышки А как жарим. часто вы мешаете картошку? А, Потому что я слышала, что вот когда жаришь картошку, мешать часто ее часто, не нужно. потому что она развалится у нас. Ага. Так, похозяйничать, Это помыть. помыть. И туда мы будем делать фарш. Пока наша картошечка жарится, я беру за филе курицы. Для этого мы берем, все мы прекрасно знаем, что она из 2 частей. Вот. Вот есть вот такой отросточек у филешечки. Мы его сейчас отрезаем и убираем пока в сторону. Теперь, вот наша филешка. Чтобы Так. ее мелко нарезать, мы ее будем по диагонали срезать. Будем Показывай. пробовать. То есть мы берем нож, и у нас получится вдоль волокна. Вот, раз. Такое сердечко у нас получилось. Захочешь, не Сделано получится. с любовью. Захочешь, не получится. Вот, еще кусочек. И по мере нашего продлевания. Так. Видите, получаются очень тонкие, Тоненькие. прекрасные пласты. Мгм. А потом мы их будем еще нарезать. Потом мы да? их будем еще нарезать, да. И начали вы учиться в училище. Вы Но у помните меня с своего училищем преподавателя? тоже была история. А расскажите Я- вот какую-нибудь такую смешную историю. Но тогда в Узбекистане было единственное хореографическое училище, узбекское хореографическое училище, которое находится в городе Ташкенте. И так как я в Намангане, и 6 класс, 13 лет, мама меня категорически была под запретом и была против, чтобы я ехала в Ташкент в таком возрасте. Ну, Как конечно. любую девочку, родители не отпускают. И в это время, это было 78 год, открывается в Наманганском музыкальном училище отделение хореографии. И это в этот же год, когда я хотела поступать, это после 6 класса. Ну, я подала документы, поступила успешно. Проучилась я 2 года. Первая моя учитель, это Юлия Каримовна,
Это уже на профессиональном уровне, которая дала мне очень хорошую базу знаний. Это когда дом строят. Первые учителя всегда делают запоминают. хороший фундамент. Чтобы Конечно. дом простоял много-много лет. И также вот я прошло уже 36 лет, может быть, я сейчас не могу сосчитать. Лучок готов. Это мой первый учитель, которого я запомнила на всю жизнь. Так, что мне делать? Так, лучок готов. Лучок вот, готов. Картошечка. Через Что терочку через фарш. терочку? Да, у нас пойдет картошечка. Теперь для нарезки нам нужно молоточек отбить немножко, слегка наши филешечки. Так, я вам могу предложить нож. Ну, опять же, и безвыходных ситуаций нет. Дальше Да. можно Получится любой- у нас с ножом? Будем пробовать. Будем пробовать. Так, смотрите, картошечку насколько крупно? Не крупно. Давайте через меленькую. Она у нас будет сегодня служить. Через такую? Вот, наверное, Вот такую. да. Хорошо. Она у нас будет сегодня служить как вместо крахмала, чтобы держать наши котлетки в форме, чтобы они у нас были красивенькие. Так, теперь мы будем пробовать отбивать. Ой, как-то интересно. А мы сейчас вот так. Ух и ты, вот так. как интересно. Получается? А у нас все получается. Мы сделаем в одном направлении, и сделаем, у нас будет вот, чем не колотушечка. Скажите, а вот с чего начинались в училище ваши хореографические занятия? С разминки, да? Или вот что вы делали? Вы шли к станку? Утро начиналось, не знаю, 5-6 утра, бежали на занятия, рано? 8 часов мы уже должны были быть в балетном классе. И пока не зашел педагог, мы уже должны были быть разогретые. То есть это станок, это растяжка мышцы, разогрев мышц. И, то есть, утро начиналось с классики, ну, смотря какое было расписание, или с народного сценического танца. Потом мы бежали, в том же здании у нас были, это уже Ташкентское хореографическое училище. Я в 80-м году, мне посчастливилось поехать в делегации, мы выступали на открытии Олимпиады 80 в Лужниках. И там я познакомилась с студентами, учениками хореографического училища. А это моя мечта всегда была. То есть на Вам Манганской- казалось, вот, есть на кого равняться. Да, ну и уровень. Так, наша картошечка уже, смотрите, какая красивая, румяная. Так, а может у нас уже капуста сварилась? Давайте посмотрим. Так, ее нужно вилочкой проткнуть. Если она у нас легко протыкается, значит, она у нас готова. Проверяем. Да, Смотрите, какая она капуста готова. красивая. Капуста готова. Мы ее выкладываем. Да, мы ее выкладываем на блюдце. И пусть она у нас питает, остывает, да. Так, здесь у нас еще Сколько лет вы кусочек. учились в училище? В училище после 3 класса, это классическое отделение, они учатся 8 лет. А я училась на народном отделении, то есть народница, 5 лет обучения. В общем, так посчастливилось, что я в 80-м году после поездки на Олимпиаду перевелась в Ташкентское хореографическое училище сразу на 3-й курс Ух ты! училища. И через 3 года я закончила, то есть получила полное образование. Ну, конечно, меня не отпускали с Наманганского училища, потому что, ну, Полюбили вас. полюбили, Увидели ваш зарекомендовала талант. себя. Ну, увидели, как я жила танцем, как я любила танцевать, какая была старательная, трудолюбивая. Конечно, все так не говорят, но я была маленькая. Поэтому я Себя говорю, хвалить надо иногда на зеркало. как в прошлом о себе. Как будто это как в другой жизни. Ага. Но у меня были по моей дороге, вот творческой, очень всегда прекрасные люди,
очень Это добрые, замечательно. талантливые. И я очень много напиталась, вот как сейчас эта картошка, этого маслица. Вот всего самого-самого хорошего, доброго. И профессионализма, конечно, большого. И отношения к работе и к своей профессии. Это немаловажно. А где вы начали работать после училища? Первое ваше место работы? Первое место работы я вернулась на Манган, город Наманган. Театр музыки и драмы имени Наваи. Это я сейчас по ходу сейчас все вспоминаю. Вы очутились в той атмосфере, которая была там, в Узбекистане. Вот. Супер. Так, что делаем дальше? Так, что мы делаем дальше? Мы берем сыр, немножко, совершенно. Мы натираем его, наверное, на меленькой терочке. Он у нас тоже будет как связующее, да, звено? Так. Так, сыра насколько много? Нет, немножко. Достаточно? Да, это даже... Даже много? Мы можем половинку положить. Хватит? Давайте еще. Давайте. Сыр не Да, испортит. мне кажется, не испортит. Сыр только сделает вкуснее блюдо. А давайте, он у нас как связующее будет. Пусть у нас будет сырок. Мы же импровизируем. Давайте от души импровизировать. Да. И мешаем. Секундочку. Соль, перчик. Вот, для этого мы не будем их окунать в панировочные сухари. Это для хозяек, потому что это долго. И вот мы можем использовать. То есть мы берем ложечку. Можно я отсюда возьму? Конечно. Да. Мы берем ложечку панировочных сухарей. Вот. Ну, можно немножко еще побольше. Все, они нам больше не понадобятся. Теперь мы берем яйцо. Одно. Одно. Так. Яйцо. Так, соль. Приправки. Соль, перец. Соль, пожалуйста. Так. Достаточно? Угу. Перчик. Потому что если у нас будут детки кушать. Так. Мешать? Мешайте. Так, мы сейчас убираем картошечку, которая у нас уже... Так, Айше, можете подойти и понюхать вот этот аромат. Да, вот этот вкус и запах придал, и мы его не имеем права просто сразу выбрасывать. Он у нас должен быть на столе, как, не знаю, чувствовать себя тоже участником. Так, теперь мы берем масло, заливаем в сковородочку, ставим ее на Огонь. Давайте, огонь. наверное, увеличим. Угу. Так. Так, Маслечко. мы добавляем маслица. Вот так. Чтобы покрыло дно. Покрыло Достаточно. дно. Да? Теперь у нас разогреется сейчас сковородочка. Разогреется она быстро, благодаря нашей чудесной технике. Так, теперь мы хорошо помешали. Я хорошо помешала. Проверьте. Так, вы ничего не забыли. Так, филе, лучок, Чок, яйцо, грибочки, приправы. Все? сыр. Сыр. Все. Все. Приправы. Это у нас получается соль и черный перец. Так, а зелень мы туда не кладем. Нет. Потом будем Зелень кушать. можно положить, это уже по желанию. По желанию. Но зелень я хочу нашу картошечку присыпать, которая очень тоже любит укропчик. Это мы используем на потом. А вот моим любимым танцем, знаете, какой является? Там-там. Расскажите нам об этом танце. Откуда он к нам пришел? И, кстати, почему его танцуют только женщины? Раньше тоже танцевали только женщины? Там-там. Но есть версия, что том-том – это мужской танец. Угу.
Это как бы мужчины перед друг другом под музыку скрипки, вот этот том-том, да, пицциката, они показывали свое мастерство, как они чувствуют эту музыку и кто кого перетанцует, как бы вот так можно сказать. Теперь проходит время, том-том уже принимает другой образ, другое видение, он становится женским, появляется женская пластика, вот это пальчики работают. Ну, как бы, знаете, это все версии, я этого точно не знаю, но мне кажется, что он сейчас до такой степени влился в нашу культуру, как вот женский танец, и он раскрывает нашу, можно убавить, женскую нашу скромность, пластику, ритмичность. И мне кажется, это очень-очень красивый танец. А какая музыка? Там-да-да-да-да. Покажите нам пару па. Пару па. Сейчас можно котлеты быстренько? Можно. А то у нас подгорят. Так, мы... А может, я вам буду помогать? Да, Не нужно переворачивать? пока нет, рано. Еще рано. Рано. Так, мы сейчас сделаем такие формочки ложечкой. И Вот все-таки так какая у нас выложим. татарская музыка красивая и богатая, да? Ага. Когда играет Вот так вот, крымско-татарская музыка, всегда хочется встать и танцевать. Правда? Так, формочки, Аиша, да, чтобы они разбегались они у нас. У нас музыка очень красивая, крымско-татарская. Очень богатая. Очень богата. И вы знаете, вот ее можно слушать. И не только крымскому татарину, да, вот мне кажется, она такая универсальная, которая, она нравится всем народностям, потому что она очень красивая, очень богатая ритмическими рисунками. Теперь мы жарим, и можно нам показать несколько движений, Давайте. пока наши котлетки спеют. Но главное при приготовлении пищи, мне всегда мама говорила, это главное настроение. А вы пританцовываете, когда готовите кушать? Я, бывает, пою, но, слава богу, только слышит моя семья. Но моя дочка-вокалистка, она часто просит: мама, не пой. Вот. Дело в том, что не обязательно напевать, можно и мурлыкать про себя. Главное, чтобы внутри было настроение, чтобы делать все это с любовью. Не всегда бывает время к этому, не всегда бывает ты в форме, то есть ты бывает прибегаешь уставший. И нужно приготовить, нужно набирать, видя свою семью, те, которые тебя ждут, делать для них все прекрасное и приятное. И, вы знаете, вся энергетика, которую мы вкладываем в еду, она вся передается близким. И тем более потом, когда они кушают и говорят: ой, Сава, как же было Хочется вкусно. прям скачать, уставший, Хочется так обнять, да, и еще готовить. А тебе еще наложить? Да, это есть. Есть основные движения, ну, такие вот, как в любом танце базовые движения. Но это, конечно, пластика рук, да. Она идет, вот мы держали первую позицию, раскрываем локти, кисточки, раскрываем. Она тоже используется во всех крымско-татарских Как грациозно. медленных танцах. Танец том-том, руки поднимаются вверх, берется капелька, и как будто раз мы ее откинули, раз откинули, раз откинули. И на каждое пиццикато, каждый такт на сильную долю мы выбрасываем капельки. Раз, 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 раз. И есть такое, знаете, тройное, то есть постепенно та-та-там, та-та-там, та-та-там. При этом мы взяли большой палец и средний. Но есть варианты, когда держит большой палец и указательный. Это уже на любителя, то есть нету канонов. Это можно, как чувствуешь. Можно работать и так. Но профессиональные танцоры используют больше средний палец и большой. Вот. Ну, это вот основные такие Очень движения. красиво, очень нежно, грациозно. Этот танец все-таки у нас очень красив, как и все остальные, в принципе, у нас в крымско-татарском народе. Так, пока у нас, Айше, жарятся котлетки, мы можем приступить к сервировке. А
А я напоминаю, что официальным спонсором кулинарного шоу «Софрага Бойронес» является торговая марка «Мечта хозяйки». Майонез «Мечта хозяйки» – это классический состав, классический вкус в составе с отборными ингредиентами. Мечта хозяйки – это само совершенство, ну просто пальчики оближешь. Мечта хозяйки – гарантированно вкусный результат. Айше, наши котлеты готовы. Мы с тобой украсили красиво. Бойронес ашылсын. Сага у нас вроде бы такое простое блюдо, а как вы красиво украсили, и я с удовольствием его изведаю. Действительно, просто пальчики оближешь. Объедение. Ашылсын. Чох сага у нас. Я еще буду. И вы ешьте. Айше, уши. Чтобы все съела. Да, конечно, съем. Такая вкуснятина. Раньше говорили, кто как ест, так и работает. Я посмотрю. Угу. Айше. Что? Снимают. Снимают еще? Чок саун, келенас, бойронес. С нами была Назирея Мир, обаятельная и любительница вкусно приготовить. До встречи! Устал сегодня, но я тебе немного помог. Майонез купил. Майонез «Мечта хозяйки». Настоящий, любимый, заботливый. Новая коллекция кухонной техники «Гаренье бай Старк». Создана Старк, выбрана вами.